Ірына Луканцівна нарадзілася на Алтаі. Яе дзяцінства прыйшлося на цяжкі военный час. Родители были в фронте, положение было сложное, трудное. И мы собирались с детьми, собирали и старались как-то. Игрушки сами делали своими руками. И я все время мастерила маленьких кукол, усаживала их вокруг и проводила с ними разные мероприятия. Пасля вайны сям'я пераехала ў Брэст, дзе Іра пайшла вучыцца ў другую жаночую школу. Менавіта тут и вырашыла, абавязкова стане педагогом. Сильное впечатление на меня произвел учитель истории Шадурский Иосиф Гилевич. Уроки он вел, но настолько прекрасно, замечательно. Мы знали всю историю досконально. А пасля вучоба ў Гомельскім пединституце, праца ў Камяніца-Жыравецкай школе і перавод у трэцюю школу Брэста. Тут Ірына Луканцівна працавала аж да заслужанага адпачынку. Зараз яна акружана любоўю дзяцей і ўнукаў, успамінае мінулы час з усмешкай. Сям'я выдатнага гісторыка атрымалася настаўніцкая, таму паспяховасці і адукацыі ў цэлым адводзілася асабістае месца. Мама очень хотела, чтобы я была учителем математики и физики. И я заканчивала первую школу города Бреста, как раз физико-математическую. Но, в принципе, я человек, наверное, творческий. Что я прежде всего взяла от мамы, это, конечно, работоспособность. Это работа на протяжении, несмотря на любой возраст, любое состояние здоровья даже. Я вам хочу сказать, что у нас есть такое в семье, что работа лечит. Узнагарод Ірыны Луканцівны не пералічыць. Сёння яе скарбонка папоўнілася новымі падзякамі. У гэты знамянальны дзень разам з сям'ёй юбіляршу запрасілі ў гарвыканкам, каб яшчэ раз падзякаваць за вялікі працоўны ўклад, а таксама павіншаваць з юбілеем. От имени Александра Степановича Рыбачука разрешите я вручу почетную грамоту Брестского городского исполнительного комитета, ветерана труда, члена городского совета ветеранов Брестской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов за активное участие в общественно-политических мероприятиях и большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающих поколений. Не пакінула без увагі юбілярку і родная школа, дзе Ірына Луканцівна адпрацавала амаль 40 гадоў. Нягледзячы на тое, што зараз яна на пенсии, вядзе актыўнае грамадскае жыццё. Школа и педагогический коллектив, конечно же, гордится тем, что именно в нашей школе работали такие замечательные педагоги, такие замечательные люди. Гордимся их достижениями, их заслугами. И, конечно же, выражаем огромную сердечную благодарность за то, что Ирина Луканцівна умела совместить верность высоким идеалам, преданность лучшим традициям образования. Ганаровы ветэран Брэста, ветэран педагагічнай працы, заслужаны настаўнік БССР. Але ўсе яе рэгаліі нічога не значаць без самага галоўнага – падзякі людзей, якіх выхаваў педагог. Ирина Луканцівна заложила в меня понимание жизни. Да? Помимо того, что она дала фундаментальные знания по истории, она, конечно же, научила прежде всего быть человеком. Она сама была человеком по отношению к нам, ученикам. И, конечно же, вот эту человечность, понимание другого человека, она, конечно же, заложила и нам. Она всегда входила высокая, статная, с прической. Входила всегда в класс, и в классе стояла потрясающая тишина. Но когда она начинала говорить, мы все улыбались и очень внимательно ее слушали. Она удивительная рассказчица. И история, несмотря на то, что это была уже история конца 19-20 века, нам было очень интересно. У падарунак вучні і настаўнікі трэцяй школы падрыхтавалі вялікую канцэртную праграму з прэзентацыяй жыццёвага лёсу Ірыны Луканцівны і шчырымі музычнымі нумарамі. Анастасія Кудзіч, Александр Сівіцкі, телерадиокомпания «Брест».